Доброе утро, мои дорогие, из Дикхелшн. С вами снова Лейла. Вещаю я с палисадника. Но сейчас утро не очень-то какое раннее. Вот только точно сказать вам не смогу. По-моему, часов 9. Не знаю. Потому что я общаюсь по телефону и выдергиваю вот эту траву. И посмотрите. Все тянуло. Думаю, нет, сначала почищу, только потом покажу свой палисадник. Как бы палисадник, сад, не знаю, что-то. Но в этом состоянии он стопроцентно, друзья, не был, но что есть, то есть. Там еще мне как-то дивер пообрывал траву подальше, где. А здесь вот так вот, видите. Ну, я уже начала, как я сказала. Общаюсь по телефону с подписчицей и рву траву. Вот. Сегодня у меня только один сын уехал на работу, второй рвет черешню. И, по-моему, будет видно, наверное, нет. Представляете, сколько черешни у меня на этом дереве, вернее, даже на 2 деревьях. Я не знаю, что это с этой черешней делать. Там, вы знаете, какая черешня? У нее вкус, она очень вкусная, но, видите, мелкая. Она обычно бывает крупная. Но у косточки чуть-чуть горчит. Я не знаю, мне кажется, компот из нее будет невкусный. И варенье я никогда не варила, варенье из черешни. Не знаю, что с ней делать. Он уже не нарвал, ведра 2 уже точно нарвал, 3 рвет. Если с обоих деревьев нарвет, то будет очень много. Не знаю, куда ее девать, что из нее делать. И жалко мне ее. Видите, сколько ее. Из меня еще оператор тот. Вот, черешни много. Ну, посмотрим. Положу по интернету еще, посмотрю, может. Ну, мне говорили, что из желтой черешни, одна женщина говорила, что делает варенье с орехом из желтой. Вот из красной черешни не говорила она. Посмотрим. Вот так вот. Ой, птички поют. Но уже с утра печет. В огороде сегодня ничего не делала. Здесь потому что такая тень, полутень. Решила все-таки дойти до этого садика как бы. Ой, муха попала в глаз. Вот, знаете, айва немножечко есть. Айвы плохо в этом году. Айва уродилась и плохо уродилась груша. Ну и, в принципе, и яблоко не очень-то. Не знаю почему. Вроде бы и заморозков не было. Но в прошлом году и это яблоко, и айва, и груша были обсыпаны. Но град их побил, тоже не было урожая. Вот так вот, друзья, буквально на минуточку к вам подключилась, показала. Сейчас хочу все-таки, не знаю, насколько я это буду делать, может быть, и пока все не сделаю, не зайду, потому что завтрак сделан, покормлены все выпущено, все сделано, корова подоена. Так что могу до обеда заниматься этими делами. И обед у меня готов, потому что я вчера, ну, я не снимала, мои хорошие, потому что вчера я все-таки приготовила обед для них. Я половину крылышек пожарила, половина у меня есть в холодильнике. Ну, обед мне сегодня тоже, наверное, не надо будет готовить. Так, по ходу посмотрим. И вы будете со мной смотреть, что я делаю. И как я от этой травы избавляюсь, как бы. Так, ну вот, мои дорогие, покажу вам объем своей работы. Так, тут солнышко. Я немножко довольна все-таки своей работой, как видите. Травы нарвала очень много, освободила практически весь мой этот палисадничек. Так, листья салата. Ну, немножечко остался укроп. Лук я тут был, у меня лук весь уже съели. Так, ну что еще? Конечно, он еще в плачевном виде. Цветов в этом году мало здесь. Да и в прошлом году у меня тоже был палисадник не очень-то. Ну, что есть, то есть, друзья. Что поделать? Но, по крайней мере, траву я уже убрала, получается. Так, ну, это у меня... Забыла. Так, это бархатцы сеяла. Семенами выросли вроде бы. Циния вспомнила.
пустыне я тоже сеяла семенами. Бедная, она только освободилась от сорняка. Так, это у нас Турция, получается, самосевом зашла. Гортензию, правда, я сажала. Еще один кустик здесь, но он мне не зацвел, как бы. Это, видите, малина, она сама по себе все-таки взошла, потому что здесь была раньше малина. Я ее пересаживала весной, но не очень-то прижилась, как видите. И там немножко прижилась, но не очень. Но осенью я вот эти все вот кустики тоже попробую пересадить. Так, тут пионы. Пионы, правда, цвели. Вот эти вот, которые здесь у меня цвели. А то, что в том палисаднике, они не цвели. Все-таки в тени они поэтому не цветут. Сейчас я туда тоже перейду. Я и там утром палисадник вычистила. Лилии, видите, уже готовы к распусканию. Так, это георгин. Ой, нет, гладиолусы. Гладиолусы, флоксы я пересаживала. Вот, не знаю, в этом году будут цвести. Может, к осени зацветут эти кусты. Но этот куст должен зацвести в этом году. Вот такой вот флокс. Ну вот. Сегодня больше уже нет. Я уже вечер, уже 5-6 часов, 6 час. Я, конечно, еще и другими делами занималась. Так, ну тут мне начудил, конечно, мой дивер. Понарвал ее как-то вот так вот. Не без корней, я с корнями выдергивала. Ну, завтра. Это уже завтра. Здесь я дальше сама доделаю. Все, видите, немножечко у меня красная смородинка немного. Ну, что-то готовлю. Чтобы что-то из нее делать, конечно, ее мало. Так, тут, наверное, кустик черной смородины, скорее всего, мне кажется. Да, но он молоденький. Я его тоже осенью пересажу отсюда из-под деревьев. Так, сейчас пойдемте, покажу вам тот палисадник. Так, опять, наверное, мой Каспер поймал голубя. Видите, утром не было этих перьев. Так, здесь я утром тоже сорняка было тут тоже навалом. Я вам не показывала, потому что мне было стыдно показывать мой палисадник. Но наконец-то руки мои дошли, как видите. Убрала траву, прополола. Но там тоже мне надо будет пропалывать. Я пока убрала ее просто руками. А завтра, наверное, буду уже тяпкой проходиться, прополоть надо. Может быть, куплю цветы, посажу. Может быть, нет, не знаю. Ну, как есть, так есть. Не получается у меня, друзья, как мне хочется все-таки сделать этот палисадник, обустроить его. Ну, может быть, когда-нибудь. Я же еще молодая. Как стану бабушкой, буду только за палисадниками ухаживать, и они у меня будут красивые. Пока мои сыновья не женятся, молодая, у меня не получается везде успевать, как бы много чего надо делать. Так, ну это вот настурция, которая выросла сама по себе, самосевом. Хотела я ее пересадить, когда она еще была маленькой рассадой, но пока у меня дошли мои руки, она выросла уже, видите, как вымахала, зацвела. Сейчас ее пересаживать без вариантов. Как я где-то читала или слушала, не знаю, по-моему, 40 дней только она цветет. Пока я ее сейчас пересажу, это уже бесполезно. Лучше даже сейчас, наверное, семена пересеять. Так, значит, что по розам? Ну, вот эта вот роза, не знаю, может быть, она низкорослая, зацвела уже второй цветочек, но пахнет прям вот шикарно. Вот эти вот розы, я вам говорила, они у меня высокие были, почти в меня рост. Но в этом году что-то рост у них маленький. Но все равно немножко ожили. Видите, уже начинают зацветать, оживают. Но я уже увидела, что тут все-таки тля, или как она называется, я не знаю, надо будет их опрыскивать. Так, эта роза пока тоже, я ее освободила, уже почти отцвела, тоже была заросшая. Гортензия, как видите, тоже зацветает. Огромные шары. Вот. Это тоже у меня гортензия, но не знаю, посмотрим, что из нее будет. Я ее решила посадить в горшки, не сажать в землю. Вот как-то так, друзья. Конечно, еще все в плачевном состоянии. Сорняка и во дворе много. Но показываю, как есть. Так, сейчас пойду на кухню. Мне нужно помыть посуду. Если честно, пока я управляла здесь везде, я не помыла посуду, не убралась там. Просто мы как позавтракали, собрала посуду, быстро вышла. Думаю, нет, пока вот
еще не очень жарко, уберу траву. Но так получилось, что когда я где-то до 12 убирала траву, где солнышко, а потом после 12, где уже тень. Потом зашла, обед у меня был готов, приготовила обед, мы поели, приняла душ. И несколько человек вышло ко мне на связь, мне пришлось отвечать для них. И время, короче, немножечко все-таки ушло. Так, ну, наверное, эти свои розочки, вот видите, они остались такие маленькие, но они в этом году посаженные. Я их, скорее всего, подкормлю вот этой вот зеленой травой, азотом. Это что же азот получается? Хотя у меня и селитра есть, вот не знаю, селитрой полить или вот зеленкой, которую я в бочке замачивала. Вот так вот, друзья. Очень люблю, конечно, розы. Я уже повторяюсь много раз, но не могу добиться, чтобы их у меня было очень много. По идее, я бы посадила везде розы. Хотя я люблю и все другие цветы тоже. Но из-за того, что тень почти полдня здесь, у меня поэтому практически и не очень-то хорошо здесь получаются цветы. Вот так вот. Ну, пойдемте теперь на кухню. Займемся там делами. Так, друзья. Добралась все-таки я до кухни. Но сейчас специально что-то готовить, что-то делать опять нет времени. Сын скоро придет, наверное, с работы. Если честно, мы тут никто не хотим есть. Мы нажрались этой черешни целый день сегодня. Но я все-таки решила, потому что размороженные крылышки. Просто приправа для курицы, подокидала сюда паприку с дымком и посолила. И просто обжарю их в сковороде. Такой вот. Сначала для красной курочки, потом лука сюда, немножечко водички и все, без ничего. И с салатиком. Если хотят, ребята поедят сегодня, не хотят, то завтра. Я, как повторюсь, мне точно не хочу есть, мама тем более не будет. Маме сварю кашку. И все. Согрела творог, сейчас буду делать творог. Так, не знаю, что получится, друзья, но хочу сегодня, мы так и не принесли ноутбук, выйти в эфир с телефона, потому что я очень давно не делала прямого эфира, многие девочки просят. Постараюсь сегодня в 9 часов выйти в эфир. У меня снова проблема. Проблема как бы, ну какая проблема? Проблема с коровой. Опять одна дойка распухла, раздулась, видимо. Ну там я видела, что такую красную точечку, скорее всего, укус. Сегодня целый день ждала ветврача, только что был ветврач, поэтому я задержалась. Хотела, конечно, как-то что-то снять получше, поинтереснее, рецептик какой-нибудь, но задержалась, пока он мне там вставлял какую-то эту штучку в эту дойку, пока уколы делал. Короче, задержалась. И сейчас сделаю на быструю руку. Но старший сын у меня просит еще несколько дней сделать сладкий рис. Так, рис я уже до полуготовности отварила. Надо будет сделать. Изюм тоже помыла, он уже почти высох, надо будет пожарить. И уже пол-8 вечера, а в 9 у меня как бы прямой эфир, стрим, как он называется. Не знаю, управлюсь ли я или нет, мне еще надо подоить корову. Жара очень, так сегодня такая жара сильная, действительно, я не знаю, что это такое, душно, жарко, на кухне особенно жарко. Только что помыла посуду, от этой горячей воды вообще распарилась. Вот такие вот дела, друзья. Как у вас, какая у вас погода? Некоторые пишут, что у них стало резко холодно, некоторые пишут, что у них стало резко жарко.
Так, ну вот, друзья, мое блюдо, не знаю, что это, просто понакидала я сюда сначала лука обычного, репчатого, и у меня, вот как видите, они в этом соке лука как бы томятся крылышки, без воды, вообще воды здесь я не добавляла, и как видите, ой, видите, вот луковый соус как бы получился вот такой вот. Они уже прожарились. Просто добавила для цвета зеленого лука. Как вы видели, я поставила делать сладкий рис. Вот, сладкий рис будет скоро. Ну вот, друзья, значит, у меня уже 10 минут, даже 15 минут 9 времени в обрез. Сейчас я с вами попрощаюсь. Как видели, у меня крылышки готовы, уже пора даже выключать. Сын еще не приехал, как я сказала, мы уже не собираемся. Значит, поставила сладкий рис, я это все сделала в скоростном режиме, чтобы немножко вы со мной участвовали как бы в процессе чего-то. Но рецепт, если что, сладкого плова, сладкого риса у меня есть на канале где-то. Ну, если что, еще раз выпущу. Так, у меня был сегодня комментарий. Друзья, я не отвечала на комментарии, простите, но прочитала все ваши комментарии. Просто действительно с этими палисадниками сегодня очень хотела их вычистить. Хотя не все сделала, но хорошенечко их вычистила, как я вам уже показала. Значит, ужин у меня готов. Рис, заказ моего сына, почти тоже готов. Я переживаю, когда ребята что-то у меня заказывают, что-то хотят, чтобы я сделала и не сделала. Он у меня уже просил 3-4 день. Значит, что теперь? Теперь мне нужно подоить корову. И я займусь, наверное, ей будет с ней долго, потому что, как я сказала, одна дойка у него опять маститная стала. И теперь мне надо будет ее намазать ихтиоловой мазью. Пригласила я ветврача, как я вам сказала. И теперь мне надо подоить корову и быстро сделать маме кашку, потому что ночью я не буду ей мясное давать, да и она сама не поест. Вот так вот. И сейчас я покажу, сколько он мне нарвал черешню. Мой сын, одно ведро мы отдали Садаку, а остальное нарвал. Но не знаю, наверное, после эфира я что-то сделаю с них, потому что они испортятся. Вот, друзья, 2 эти кастрюли. Тазик, это черешня. А вот это вот вишня немножко. Из вишни хочу сделать вареники с вишней завтра. Но пока у меня нет времени, сейчас я быстренько подаю корову, как я сказала. И подготовлюсь к стриму. Так, друзья, значит, на этом я сегодняшний влог свой закончу. Как я сказала, сейчас быстро побежала доить корову. И скажу еще раз, хочу вам все-таки высказать свою благодарность. Большое вам спасибо за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши приятные слова, за ваши отзывы, за то, что вы оцениваете мою работу, за то, что вы, если честно, все практически поняли, что я хочу передать в моих влогах, о чем я рассказываю, о чем я говорю. И огромное-огромное вам спасибо за это. Спасибо тем, кто вышел со мной в личную связь. Эти люди сами знают, о чем я. Я и так их благодарю также, и хочу поблагодарить на канале. Друзья, большое-большое вам спасибо, действительно, за то, что вы меня поняли. Это очень многого стоит, значит, я правильно доношу до вас то, что я делаю. Огромное вам спасибо. Ну вот как-то так.